Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского, 200 лет до дня рождения которого отмечаем в этом году. Он называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколения в одно великое историческое живое целое. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского.